Ряд нарушений был выявлен в ходе рейда по вопросам миграции. Госкомзанятости совместно с управлением МВД по жалобам населения также посетили места общепита, где работают гости из Ближнего Востока. Все это своими глазами увидел и наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Кафе восточной кухни Азии – первый пункт рейда. И сразу ряд нарушений. Уже выявлено 3 нарушения в части неуведомления МВД о привлечении иностранных работников. То есть, если работодатели привлекают иностранных работников и заключают трудовые договоры, они обязательно в 3-дневный срок должны уведомить о том, что заключили трудовой договор с иностранным гражданином. Этого нет. Следующая точка в обычном жилом доме. Здесь, в 5-комнатной квартире, проживают сразу 30 мигрантов. А вообще вы давно здесь живете? Да. Сколько лет? Ну, мы 2 года, мы, которые человек 15 лет. 15 лет живут, 10. И за сколько снимаете вот эту вот тогда квартиру? За 40 тысяч. 40 тысяч. Попытки поговорить с соседями успехом не увенчались. На камеру говорить никто не захотел. Хотя жалобы из этого дома на так называемую резиновую квартиру поступают регулярно. Почему так это происходит, сейчас никто объяснить нам не может. Но потом в последующем, опять же, будет множество комментариев, связанных с тем, что вот где смотрят, допустим, наши правоохранительные органы, куда смотрят, допустим, другие какие-то силовые структуры. Но именно сама пассивность наших граждан и приводит к таким ситуациям. В целом в управлении отмечает, в республике иностранные граждане не так часто нарушают законы. Выявляет лишь единичные случаи. Впрочем, за этот год наблюдается тенденция к снижению иностранных граждан на территории республики. С чем это связано, мы сейчас пока, скажем, можем предположить, что все-таки сезон еще не начался в основном. Но вместе с тем цифры говорят, что существенное, причем заметное снижение прибывающих иностранных граждан. Но опять же, сейчас вы знаете, что не совсем такая корректная курс рубля по отношению к местным валютам. И, соответственно, иностранные граждане переводят это все, свою получившую здесь на территории нашего субъекта заработную плату, и в последующем она уже, естественно, направляется ими в ту или иную страну. Всего за сутки организаторы рейда посетили 13 точек. Объекты общепита, съемные квартиры, частный сектор и ларьки продажи овощей и фруктов. Такие рейды в Якутске будут проходить и в последующие дни. Дмитрий Тымыров, Григорий Григорьев, Якутск.